Hürmetli rayonehliler, malumdur ol, 7 yanvarda Rusya'nın prezident Vladimir Putin çi ahalirik koronavirüsün doğaldiz aksi raparyaguni yani vaksinasyon huni pataka buyru goz ekşna. И Америкат час оказывал телевизора, интернете такатра оказывал, Hukumatin çıkı şehre Moskva'da, Leningrada, Saki veri oblastра klefizva. Dağıstan dizni akanwa müjdazıdır artık doza ve çi rayondes akana vişne yakturnitsud doza. И колахчи районда час хабархи волчи ихтилат башламишнва вачи кани Сибечи Арниязва, районный больницы, клиндухтирный заместитель, чи поликлиника заведующий Алиамаров Мевлюди Мамедович, в районной больнице инфекционный отделение заведующий Халидова Салихат Ахмед Расуловна. Салам алейкум, херметлу Йолдашар. Малум Тирвол президенты задание Ганова, Колах велик тхон консул. И Колах он потом сейчас оказывается есть юги кандва, нечто брон кадар имел жезлотани, но ада вичи чикакунва, ковид коронавирус вичи чикакунва, сейчас кандавал юваш жезлочавля, что мажбур жезва ихти рапаряхнис. Сейчас кнел хавал чи районда аканва рапаряхуни вакцинация тхуни пункт. Сачиса идла башнамишат с вами. Кати позлахата кнелхавал цемжилха январдла, че президенти поручение долде башнамишного массовая вакцинация. Яри вири холти арада вакцинация башнамишно цемжилха исала. Январдис. Россия дыханя акханова вери обзорный подвижный комитет прививочный пункт. Хадакачи республикада, Дагестан республикада яхсорный код пункт. Чи район дыханя акханова са пункт, чи район дыхакацу мат под районе. Ама гол Курахи район. Чна чи больница дыханя акханова поликлиникада прививочный кабинет, ханис атана вакцинация ижезо. Вакцинация аум потол харса участководе вакцинация из-за инсан хазурна кода. Инсан диз как хаитани, атана сразу авун потол адас гахкана коза анализа раво, ама иви гахкана кода антитела аван авашни, яни и погят амнича хан вани хан авашни, хада гахкана кода анализ крови, общий анализ лоздоз, общий анализ мочи и биохимия крови. Хакани хамучи доктор учата ава авач, чи участковый терапевт трик хилигна ахпа хазурна, инсан ракоз учи анис вакцинация из. Хакани сейчас авозу единый портал госуслуг, да, через госуслуги, услуга вакцинации вода, ашка ата ава инсанрез, атана вакцинировать хаита жеда, хана запись ауна. Статистика дизлагата Дагестан декане сейчас правительник ханисух от инсан вакцинировать ханова, первичка до авозу Чечня, Ахзурный водвичкас Кабардино-Балкария, Ахзуркас Карачаево-Черкесия и Дагестан дыхание правительник ханисух от Касканова. Чехолте арада, яни хак они масса район рани республика дани авоза гзав на развивелер и вакцинации здесь. Хаброз осложнения раво, побочные эффекты раво лхуз. Катихуз лагата, час район дыхание водвични Коткани сусатказ авозу ничаха набор. Хабрака исяхта ничаз мабор каницепетказ колерово ругутказ стационардама. Катикалачна башламишно вакцина чи медработник арада, водказ чи медработникар вакцинировать начина анализ аргахкана, отрицательно антитела ахтарда кулук, ахтармишна, здоровый арзакатна, обычно вери вакцинация вуну. Ихти саднас о зачиз ихти кесва лухузму бязи вақтара инсанрик харекат киткезва фяна за арабян кет зачиз икулах канхан молди жезатуш атыз вичи вақтава яргал вақт вичи алсумнар кнеса дюрейнал ихтилатуна биохимический анализар ха и момент рол час ки ихти мухалатон конза ата инсандин температура алсумз точно сефте тала инсадин температура алсумнала
Хам физво участковый врач ученик элев, участковый врач техадоз гузу анализ направления, чи лаборатория за пуд анализово, общий анализ крови, общий анализ мочи, биохимия крови и изохадо рентген легких. И для кери чина иви хочу на антитела, хам чина ракурза демахачколдис, хана код вот кала, чосхкезо результат, или хам инсон не чакано санкида до положительных кеда, не чакано санкида до отрицательных антителах кед. Иши вири хазур хейдла полох, ахпа участковый врач и верда больного здесь, аида вакцинация, наблюдать тахадах, чисалиха доктор более амалхуда калхудакез, а так ишсоди ашки хан маздине час авозо через портал госуслуг запись исчезла, или зенегон участковый диз, а доучат циглахана кода очередь до. Абро зенегор уже до харма учихарин участковый дизни, зенегор уже до регистратуры дизни. Салихат Ахмед Расуловна, мы теперь перейдем к вам. По-моему, вы более детально скажете о процедуре вакцинации, да, с элементами. Вообще вакцинация проводится в два этапа. Сама вакцина, она гамма-вакцина, существует две вакцины. Гамма-вакцина, это спутник Ви, по-другому, если называть ее, и эпивак-вакцина. Сейчас на данный момент в большей степени у нас используется гамма-вакцина или спутник Ви. Вот сегодня, которая для наших медицинских работников, которая была открыта. Она делается в два этапа, которые содержат два компонента. Первый компонент, он содержит сам аденовирус, который покрыт белковой оболочкой коронавируса. И второй компонент, в принципе, тот же самый компонент с белковой оболочкой коронавируса, который будет в последующем индуцировать уже и клеточный, и гуморальный иммунитет коронавирусной инфекции. В два этапа, значит, первой вакцины пациент обращается к участковому терапевту. Вот как сказал Мевлидин Мамедович, необходимо здесь в первую очередь это анализы, конечно, сдать. В первую очередь мы сдаем анализы и объективное обследование, то есть измерение температуры тела, сатурации, частоты дыхания, пульса, давления. Все это оценивается участковым терапевтом. Только после того, как участковый терапевт дает свое согласие на вакцинацию, в этом случае делается первая вакцина. И в этот момент, значит, пациент не должен болеть. В течение 14 суток он должен быть здоровым и не встречаться с инфекционными больными. Он должен предохраняться от контакта. Обязательно. Без этого никак. Потому что если у него был даже контакт с теми лицами, у которых был хотя бы насморк или кашель, или какой-то подъем температуры тела, в этом случае тоже мы должны 14 дней сначала понаблюдать за ним. А дальше мы уже имеем право сделать эту вакцину. Первую вакцину. А вторая уже делается через 21 день. Второй компонент делается. Ну, сложно, да, за всем этим уследить, за эти 14 дней, за 2 недели, чтобы человек не попал под влияние вот этого вируса. И такой вопрос, говорят, что те, кто переболели, они не должны или не имеют права вакцинироваться. Те, кто переболел действительно коронавирусной инфекцией, в течение 6 месяцев у этих людей имеются антитела к этому вирусу. Поэтому мы не можем делать им вакцину. Не то чтобы не имеем права, нельзя им делать эту вакцину, так как эти антитела уже присутствуют. Ведь мы, вводя эту вакцину, к этому и идем, чтобы антитела вырабатывались у нас. Поэтому в этом случае, конечно, нельзя. Для этого наши больные все, они обследуются на наличие антител перед вакциной. И еще такой вопрос, а если все-таки, бывает, да, мы все люди, человеческий фактор, не углядели, да, сделали прививку, да, что произойдет? Здесь индивидуально все. Здесь именно сказать, да, он заболеет и что-то будет, 100% сказать никто не может. Здесь необходима подготовка тоже. В любом случае, за 3 дня до введения вакцины и в день введения вакцины и 3 дня после мы должны этому больному предложить антигистаминные препараты. Он должен пропить курс антигистаминных препаратов во избежание каких-то аллергических реакций, первое. Если уж он, были антитела, и мы сделали эту вакцину, здесь зависит от уровня антител тоже. Есть такие случаи, когда уровень антител высокий, и в этом случае может развиться заболевание. Если же уровень антител у нас низкий, я думаю, мы должны перешагнуть этот момент спокойно. В чем реальная польза от вакцины?
как и любая другая вакцина, которая вводится нашим пациентам, это предотвратить массовую заболеваемость коронавирусной инфекцией. Реальная польза, если мы хотя бы 50% населения нашего привьем вакцины, то нам уже намного будет легче. Либо эти люди должны в легкой форме перенесут это заболевание, либо вовсе не встретятся с ним. Поэтому я думаю, польза будет хотя бы на 50% больных меньше станет. Вот эта польза будет для нас, для докторов, это будет огромная просто польза, я вам скажу. Учитывая, что мы работаем в красной зоне, это очень тяжело бывает. Если по статистике вирус все равно меня не убил, зачем делать прививку? Есть такое понятие, как повторное заражение тоже. Если повторно, после 6 месяцев, допустим, вы переболели и прошло эти 6 месяцев, ваши антитела просто сошли на 0. Если вы повторно перезаболеваете, есть такое понятие, как тяжело переболеть, не скажу, но вы переболеете немножко хуже, чем в первый раз. Потому что повторно встречается, это уже, вы знаете, в течение 6 месяцев после заболевания наши больные очень тяжело реабилитируются. Поэтому, да, они восстанавливаются очень трудно. Это одышка, слабость и потливость у них сохраняется даже в течение года у переболевших больных. Поэтому, я думаю, лучше уж привиться и защитить себя, чем повторно. Да, я могу подтвердить это тоже. Это тяжело переносится, да, на самом деле остаются последствия. Очень даже большие. Например, сделаем вакцину. Могу ли я прекратить дезинфицировать руки или там носить маску? Я думаю, нет. В любом случае, это санитарные правила. Даже если по отношению к коронавирусной инфекции вы это делали, это не помешает и против другой инфекции. Поэтому можно пока 100% мы не будем прививать наше население, я думаю, от этого отходить не стоит. Береженного Бог бережет. Конечно, обязательно береженного Бог бережет, действительно. Доктора, в первую очередь, кого нужно вакцинировать? Есть какие-то приоритеты, да? Кого нужно вакцинировать в первую очередь? В первую очередь вакцинируются медицинские работники, которые имеют 100% контакт с больными людьми. Далее работники полиции, то есть лица, которые работают, общественные места занимают, допустим, будь то МФЦ, будь то даже ваши организации, должны вакцинировать в первую очередь эти люди. И возраст от 18 лет и старше. Раньше было у нас небольшое ограничение до 65 лет, до 60 лет говорили, а сейчас уже этих ограничений нет. Если нет обострения хронических заболеваний, если, как мы говорили до этого, то есть терапевт оценивает ваше состояние. И я думаю, лучше уж. Понятно. И сейчас мы все знаем, да, идет информационная война. Сейчас наши люди очень скептично относятся к вакцинации. Это мы каждый день в быту, дома у себя среди своих сослуживцев это разговоры слышим. Вот нужно развеять их какие-то сомнения, да, что нужно делать, как их убедить. Убедить, я думаю, только после того, как мы начнем прививаться, только тогда мы увидим эффект. Чтобы был какой-то эффект, нам нужно привить хоть какой-то процент населения, хотя бы прослойка какая-то населения должна быть привита. Тогда уже у нас будет эффект, тогда у нас станет меньше больных. Но пока у нас такая логика, я думаю, мы далеко не пойдем. Просто, знаете, хочется сказать, люди не верят. До сих пор есть такие люди, которые не верят. Но так нельзя. Всемирный заговор, все такие мифы. Да, может быть, да, это есть биологическое оружие, да, не спорю. Но люди болеют и очень тяжело болеют. Очень тяжело. Даже если они не ковид положительные, но пневмония, она очень тяжело проходит. Я могу вам сказать, как врач-практик, который видит этих больных на койке. И вы раз затронули пневмонию, да, или больничный, и COVID-19. Есть разница между ними, и они где-то параллельно идут? Они идут параллельно. Действительно, они идут параллельно. И даже те больные, у которых COVID отрицательные ответы, я могу со стопроцентностью сказать, что они клинически, они были положительные, эти больные. Потому что у них та же самая клиника, вот та же самая, эти же самые симптомы.
Но единственное, у них, да, разница. У кого-то мазок он положительный, у кого-то он отрицательный. Но бывает и такое, что мазки приходят у нас положительно уже попозже. Вторые, третьи мазки. Такое тоже бывает, с опозданием немножко. Но идут они параллельно. Это в подтверждение ваших слов я хочу привести кое-какие цифры. Я вот перед встречей с вами залез в интернет, там по Москве я хочу озвучить, да, Собянин выступал. Ну, он говорил, что в начале, когда объявили вакцинацию, в сутки с заявлением приходили где-то 9 тысяч человек. Сейчас это количество возросло до 22, до 24 тысяч человек в сутки. Поэтому нужны какие-то примеры, чтобы люди увидели, что от этого вреда нету, только польза. Заз вопроса вам я вреден сходить года. Например, лугуз ма вакцина авун конза. Юрида ая лугуз. Инсана лугу колаха хукумати колаха инсана лугуз организации ая. Воз хахти инсана, который аис конза ча вакцина. Хадас хада патаха авун есть колахти патагашу претензии авуна члахана. Ва, адаз ама принудительно туше вакцинация езу исоди ашкидова изладя с вакцинами вагаточна аур и изма даже простой грипп вакцинами хабурчна исоди ашкидова изладя. Качун гадава информировано добровольно согласил да ама учас шева. Это 323 федеральный закон. Это вичи согласие гозу зуразия за вакцина айолгана. Это жиза это дальнейшее осложнение. Это жиза масса октябрь. Хана вери разъяснять, начнут разбери лагана гаур датона, ах поизать вакцина. А если инсан где кизос конхит за скодача, за отказать канос конхита, час авозу артибланк, это злоз отказ. Это кулнче гозу за разитуша за скодача он отказать не жиза рейса. Ихте сол мади авозу садха вакцина не садха рабианда. Ну, инсанария, имирария, акатомонки, Африка, где зачем хавадин сейчас, хабар геол документ, сертификат, точно, как лохар. Хадаз документ не гузлочна, хадаз сейчас авозу федеральный регистр вакцинированных больных. Хамчна тхузат интернета регистр. Хамчна хадам водицу страховой полис, паспорт и страховое свидетельство. Хана хадачно состояние их наблюдаться, харипус зенгерис хабар позу, хадаз осложнения арканани, хадаз масса жалоб за того не лана. Хама регистр акоза адивири хадаз Россия дис. То есть амихи анисфейтане регион дисфейтане чна хакастин полис фи обращаться к доктору дик, хада страховой полис снился номер организовать маздине, хада закозу что инсанди Сулейманстальский район дикане вакцинация умади их число дис. А каниса кала хадава хана вакцинировать к жезу. И масса ülkelerine зачем активно сертификат гало выхлопол заказа, выдавал допуск жеза, сертификат. Да, обязательно, конечно. Князина Лхана хик кишет это рабион потом. Чикадин доктор, участковый доктор, терапевт, патофен, агни князь ветеринария дюрелхана через госуслуги яргалмаз у доктор действительно вока записи жит великому схабалах хик кешкилный конзата али ревучун конди и инсанди уже вакцина из кохила речез доктор Калифидолде адаз единый портал госуслуг дисхахна аналозо функция вакцинации да. Адес они схахна учи доктор де фамилия отчество набиратна харса чи пациенты из чирка на коде учи участковый день фамилия отчество. Участковый день хадах калаз аллаха на коде. Харса фере авади учи участковый и единый портал госуслуг да авади участковый фамилия. Хада ханис гана кода заявка что уч ада кабул лахана. Кабул лахана ада вахтунал хама кхена кода уч. А по участковому врачу сама кода, что вечерний клив запись команде фломах туда и хакас презо хада клив. Хада клив отал хама договор до туна кода, гахкана коза анализар, а уна коза исследования, вакцинация и долди. Хабур авурд лапалух, ахпа чуна хада изо вакцина. Хадла керни аброва запись и жда чи регистратура дис, регистратура номер мадвири да чи звадя, чи сайта он алозва. Аброва зенги жда час скоро помощь передавать точно абручол.
ха инсан чына запись ида, ада пацик да очередь дал, ада за ида вакцина. И маза захит алобонова, чи холтиз кичеда хана и колах авон. Кне мнения разные ожидания, но чына сефтеха вакцины атхамадя чи духтерол. Хакимя садазн кичеже мира час вакцины авозла викехвилал дыша чу газурик юкабулис. Напоследок хотелось бы мне тоже сказать, что единственная эффективная защита от коронавирусной инфекции – это вакцинация. Защитите себя и своих близких, сделайте прививку вовремя. Çok sağ ol, hürmetli doktora, çına umudizva ke başlamışkına rapar yapım i doğaldiz aksi sevincim çına sandıkas küne çına çihaldi anlamışna ham düz kabulna hanım gavurda vazgeçme rapar ya da çi ahaliyar sağlam velik fida ças mümkünler koy imirar koy ve çi tamaşa çeriz luhuz kanzar ke çına çi ülkede başlamışna вакцинация дик кто-нибудь час эхтилату де район де больницы де клин доктор де заместитель Алимаров Мевлиди Мамедович в инфекционное отделение заведующий Халидов Салиат Ахмед Расуловна. Кыз чоксогол галпнар.